В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. 2,5 миллиарда рублей планируют направить на субсидированные авиабилеты из Якутска. Северо-Восточный федеральный университет запустил обновленный сайт «Наш университет онлайн». Художник из Ленска создает необычные картины. В историко-краеведческом музее открылась выставка «Ретроспектива настоящего». За минувшие сутки на территории республики зафиксировали 87 новых случаев коронавируса. Так, в Якутске обнаружили 58 случаев, в Мегино-Кангаласском районе 16, в Татинском 4. Также по 3 заболевших инфекцией человек зарегистрировали в Алданском и Усть-Алданском районах, по 1 в Амгинском, Нерюнгринском и Хангаласском районах. За сутки лаборатории республики провели 2040 исследований на коронавирусную инфекцию. Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в этом году. Таким образом, период отдыха продлится с 1 по 10 мая включительно с сохранением за работниками заработной платы. Органам власти и организациям поручено определить количество служащих и работников, обеспечивающих функционирование этих структур. Данные меры приняты в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции и для укрепления здоровья граждан Российской Федерации, говорится в документе. Минтранс России направит 2,5 миллиарда рублей на субсидированные билеты из Якутска. Об этом сообщил заместитель директора Департамента государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта страны Илья Беловинцев. Он подчеркнул, что ситуация по субсидированным рейсам из Якутска для всех категорий граждан будет исправлена. Положение усугубляется еще в связи с реконструкцией ряда аэропортов в Якутии. По его словам, существует комиссия, которая работает над тем, чтобы у жителей Якутии не было ограничений по вылетам. Кроме того, через Якутск будут выполняться субсидированные рейсы из Певека. Илья Беловинцев отметил важность поддержки регионов в решении вопросов доступности авиаперевозок. На временном технологическом проезде до Верхнемунского месторождения расширяют узкие участки проезда, благоустраиваются дополнительные разъездные карманы. Дорожники идут со стороны месторождения. Какие еще работы запланированы в летний период, смотрите в сюжете далее. Чуть больше километра за час. Скорость, конечно, далеко от той, что есть у Audi и BMW. Впрочем, такой соотечественнику немцу Липхеру и не нужно. У него свои достоинства. Булыжник внушительных размеров на своем пути превратит в крошку. Поверхность 125 метров разъездного кармана должна быть ровной. А отсыпаются разъездные карманы на временном технологическом проезде с крышной породой, которая вывозится автопоездами, выезжающие на Муну под загрузку. Николай Ковришкин всегда работал на больших грузах, но этот Липхер особенно полюбил. У нас еще не было такой техники. Здесь несколько моментов. Как раз вот один из этих моделей, он позволяет разворачиваться на одном месте, имея только длину вот этого бульдозера. Потому что у него одновременно обе гусеницы могут крутиться, одна вперед, а вторая в это время назад. И он разворачивается просто как юлан. Дополнительных разъездных карманов на протяжении 170 километров до Верхней Муны будет 10. Они позволят водителям больших грузов безопасно разъезжаться на узких участках. Заниматься благоустройством карманов рабочие закончат в мае, а в летний период начнут отсыпать слой износа технологического проезда. На особо опасные участки завезут пылеподавитель. Если говорить по-простому, клей ПВА, который канцелярский, который у всех у нас есть, этот клей ПВА лежит в основе формулы этого химиката и реагента. Далее он там еще дорабатывается конкретно там под наши условия. И мы с помощью дорожной машины поливальной покрываем верх дорожного полотна. Он будет подклеивать пыль. И в результате машина будет ездить, в общем, по нормальному обеспыленному полотну.
Благоустройство временного технологического проезда позволит безаварийно эксплуатировать автопоезда и повысить безопасность при доставке руды с Верхнемунского месторождения. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Обновленный сайт Северо-Восточного федерального университета презентовали накануне в Якутске. От холодных экспертных мнений до ярких и жизненных историй от студентов, выпускников, преподавателей и ученых университета. Теперь сайт стал более интерактивнее и, самое главное, удобнее. Все материалы оформлены в оригинальном дизайнерском стиле, который включает в себя множество интересных и полезных рубрик. Отдельное внимание заслужила самая популярная рубрика «Фотоистории», которая получила свой собственный дизайн-виджет. А вот научно-познавательные лекции можно теперь смотреть прямо на сайте, не заходя в YouTube. По статистике, 84% посетителей старого сайта «Наш университет» – пользователи смартфонов. В связи с этим была введена в работу мобильная версия сайта. А в Арктическом государственном агротехнологическом университете презентовали англо-русский словарь по технике для защиты растений. Его разработал профессор, заслуженный изобретатель России Василий Михайлович Дринча. Книги представляют собой первый в мировой практике опыт создания англо-русского терминологического словаря. Он включает около 35 тысяч терминов, отражающих состояние современного языка машинных систем защиты растений. Он пригодится студентам, аспирантам и преподавателям агроинженерных и смежных дисциплин. Может быть полезен переводчикам и широкому кругу специалистов агропромышленного комплекса. Работа над этим словарем была на протяжении многих лет, так как он содержит текстовую часть и 220 иллюстраций, которые представляют все процессы, связанные с защитой растений, начиная от классификации болезней, вредителей и заканчивая сложными современными системами машин, которые включают в том числе интеллектуальные системы управления. Словарь относится к классу узкоспециализированных словарей, аналогов которых не было в России до этого времени. И еще хотел бы сказать, что словарь посвящен агротехнологическому университету. А вот цветы, книги и десятки объятий получил ленский художник Василий Кудрин. В историко-краеведческом музее в четверг открылась его персональная выставка «Ретроспектива настоящего». Подарок и любителям живописи, и художнику. В этот же день он отмечал юбилей. Юлия Золотарева расскажет подробности. Не просто выставка, праздник. В компании родных, поклонников, музыкантов и в окружении картин художник празднует 80-летие. Вот он в самом центре, в шляпе, очках, бабочке и пиджаке. Впрочем, представлять Василия Кудрина ленчанам и не нужно. Живописец прославился не только в городе и районе, даже Выборгский Эрмитаж просил его оставить в коллекции картину. Пойти тропой искусства инженер по профессии решил уже в 30 лет. С тех пор на его холстах виды родных мест, портреты, натюрморты. Почему это первая картина, я считаю? Потому что это первая, когда я взял в руки, будем говорить, масло, кисти и увидел какое-то растение вот тут. Поставил на стол, не понравилось. Взял полотенце сзади накрыл и сделал. Вот все. Вот это история этой картины. Холсты для первых картин художник делал сам. Брал мешки в совхозе, вспарывал, грунтовал и начинал писать. Многие из картин пережили наводнение. Не боятся воды и творения, как это говорят в узких кругах, современного Кудрина. Современное искусство – это тот случай, когда шанс стать произведением есть и у крышки от майонеза, и у пробки от газировки. Обычный мусор вдохновил художника на создание картины «Сфера». Ее Василий Кудрин собирал в идеальный круг 3 года. Почти 30 тысяч пробок и крышек художник принес в мастерскую с улицы. Знакомые считали это странным и забавным одновременно. Но художнику все равно, что подумают другие. Он просто любит жизнь. Он частично парализованный, и он еле-еле двигается с палочками. Представляете, просидеть вот с парализованной ногой, с больной рукой, в то же время рыбачить. И он преодолевает эту боль, и он ждет. Вот у нас, когда у него начался инсульт, была одна только цель. Мы сказали, что мы 28 мая с тобой спускаем лодку и выходим на Лену. И вот это его тянуло, его тянет до сих пор. На выставке можно посмотреть картины из старинных монет, ключей и ручек. Художник поделился, не все задумки притворил в жизнь. В мастерской полно материалов для новых шедевров, на 5-6 минимум.
Юлия Золотарева, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». В юбилейном 30-м конкурсе профессионального мастерства «Учитель года» серебряным призером стала преподаватель математики гимназии номер 1 города Нерюнгри Ирина Гончарова. В конкурсе принимали участие 27 педагогов. О том, какой путь прошла нерюнгринка к своему призовому месту, расскажут наши коллеги. Свою преподавательскую деятельность Ирина начала в 2012 году с гимназии номер 1, где работает и по сей день. Учитель математики. Ирину отличает способность воспринимать и реализовывать на практике новое и учитывать уже имеющиеся. На ее уроках царит атмосфера доброжелательности и взаимного уважения. Ребята трудятся добросовестно. Педагогическая кредо, скорее всего, это учись у времени, в котором ты живешь, потому что у нас процесс глобализации не стоит на месте. И мы просто обязаны подстраиваться под современные реалии, и идти в ногу со временем, потому что современных детей надо учить уже современными технологиями. Ирина не только учит детей, но и сама находится в непрерывном развитии. Для этого принимает участие в различных конкурсах на районном и республиканском уровнях. Став абсолютным победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года», Ирину ждал республиканский этап. В его финале развернулась борьба между представительницей Нерюнгри и учителем из Якутска. Разрыв между баллами был небольшим, участницы шли на равных. Ирина Гончарова стала серебряным призером юбилейного конкурса «Учитель года» 2021. Необходимо было представить систему своей работы, то есть полностью. Это и предметная, моя урочная деятельность в системе. То есть сначала в форме такого семинара я представляла свои технологии, свои формы работы. На уроках я демонстрировала, как это действует на практике. Воспитательная деятельность, то есть нам был предложен провести час общения. И мастер-класс для педагогов. Участие в конкурсе, по мнению Ирины Гончаровой, это командная работа. И она благодарна своему наставнику Самсоновой Юлии, которая поддерживает Ирину с первых шагов ее профессионального пути в школе. Данные конкурсы дают колоссальный опыт, заставляют тебя по-новому взглянуть на себя самого, посмотреть на остальных участников, оценить себя. Ты не должен останавливаться на достигнутом, должен постоянно расти, ради того, чтобы хорошо учить детей, чтобы зажигать с собой сердца детей, чтобы они тоже вместе с нами горели. Кроме серебряного трофея республиканского конкурса, Ирина Гончарова была награждена нагрудным знаком «Отличник образования Республики Саха-Якутия», а также стала обладателем именной премии «Признание». Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. На этом вся информация. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.